Слабонервным не смотреть. Огромные пауки атаковали Уфимский пригород. Уже несколько жителей поселков Нагаева и Акбердина обратились за медицинской помощью после укуса членистоногого. Это так называемый «желтый сак», посеявший панику еще прошлым летом. И вот, как видно, башкирские морозы ему оказались не страшны. Он продолжает увеличивать популяцию. Подробности у Юлии Нигматуллиной. Вот явно они на охоту вышли. Автору этих любительских кадров не позавидуешь. Ночь, нежилое здание, десятки пауков вокруг. Огромные желтые членистоногие буквально повсюду, в каждом окне и дверном проеме. Их обнаружил в своем строящемся доме житель Нагаева Иван Осипов. Рассказывает, когда приезжал днем, видел только паутины. А вот ночью стало по-настоящему жутко. Включили фонарик, слушай, такие пауки, парочка крупных, не вокруг несколько мелких. Ну, как-то так жутковато было. Посмотрели на другое окно, тут тоже несколько штук. На остальные окна тоже бегают. Это так называемый «желтый сак» – ядовитый паук, который охотится ночью. Его привычное место обитания – Африка, Средняя Азия и южная часть России. Под Уфой же его впервые начали замечать около 2 лет назад. То, что произошло с жительницей поселка Акбердина Венерой Кашкаровой, напоминает классический эпизод из фильма ужасов. Паук укусил женщину на 9-м месяце беременности, прямо в собственной кровати. Я легла спать и чувствую по волосам, что-то ползет. Я, как обычно, решила там убрать, как это бывает, там листья какой-нибудь, может, еще что-то, ну, ночью. И почувствовала резкую боль и жжение. Что-то укусило, у меня палец сразу моментально начал опухать. Распухшую вместе укуса руку Венера обработала спиртовым раствором и выпила таблетку супрастина. К счастью, все обошлось, и уже через пару дней женщина в срок родила здорового малыша. По словам медиков, укус желтого сака не смертелен для человека, но достаточно токсичен и вызывает жгучую боль. В этом году уже 2 жителей поселка Нагаева обратились за медицинской помощью после укуса этого паука. Еще один случай зафиксирован в Давлекановском районе республики. На укусы пауков, как правило, развиваются токсические действия. Это могут быть гемолитические действия яда паука, либо нейротоксическое действие. С наиболее тяжелым проявлением инсектной аллергии, так называемой, которая развивается в результате укуса насекомым, является анафилактический шок. Жизнеугрожающая реакция, и в данном случае необходима обязательно госпитализация в стационар. Откуда же этот южный паук появился в Башкортостане? По одной из версий, он начал расширять ареал обитания из-за аномальной жары 3 года назад. По другой, желтого сака могли завезти в республику вместе с фруктами из южных стран с нарушением карантинных правил. Вопреки ожиданиям, паук неплохо выживает даже в условиях башкирской зимы. Прижился. Потепление, вот последнее, которое действительно мы наблюдаем, не слишком морозные зимы, позволили им сохраниться и в зимний период. Если следующая зима будет очень морозной, и особенно если она будет еще и малоснежной, то навряд ли они выживут. Но если она по-прежнему будет не слишком морозной, то они сохранятся у нас здесь. Отличительные черты этого паука – характерный желтый или светло-коричневый цвет, средние размеры с 5-рублевую монету. Особенно впечатляет длина ног – около 2–2,5 сантиметров. Благодаря им он быстро бегает и при нападении даже прыгает. Любит строить коконы из паутины в высокой траве и кустарнике. Часто забирается и в дом. Впрочем, на человека первым не нападает, только если его потревожить. Если вам повстречался желтый сак, то, конечно, ни в коем случае нельзя трогать его голыми руками. А еще, например, не рекомендуется выметать паутину веником. По нему этот активный паук может легко добежать до руки или прыгнуть в лицо. Лучше всего накрыть его стеклянной банкой или плотной тканью, например, полотенцем, и унести подальше от дома. Юлия Нигматуллина, Радмир Азнабаев, Булат Садриев, Ильнур Юмагулов и Азамат Мухаммедшин. Новости Уфа.